Хорошо. Мы в эфире? Уважаемые участники нашей пресс-конференции, я Владимир Федоров, кандидат на должность главы городского округа города Якутск, Республика Саха-Якутия. А 13 марта, в субботу, избирательная комиссия отозвала мою кандидатуру. Иск был подан партии «Родина». Я хочу напомнить о том, что партия «Родина» также в предыдущих выборах в 2018 году отозвала меня с выборов. И на сегодняшний день иск был подан практически на всех кандидатов, но отозвали только троих, в том числе меня. Иск суд признал иск. Естественно, мы будем подавать апелляцию. Только сегодня, буквально несколько часов назад, мы получили решение суда. И хочу сказать о том, что снятие моей кандидатуры обозначено только одним. Это страхом власти перед свободным волеизъявлением горожан. Власть действительно испугалась. Республиканская власть в первую очередь, городская власть. Хочу сказать, власть боится не свободного кандидата, а боится о том, что город станет и останется свободным. Это, конечно, злит горожан, когда у них нет альтернативы. И сегодняшние выборы – это очередной сигнал нашему гражданскому обществу, что нам нужно самостоятельно принимать решения. Мы должны быть вместе. Хочу отметить, что в 2018 году мы самостоятельно и окончательно отдали город горожанам, сделали возможным принимать решения самостоятельно. Такая же ситуация практически должна произойти и сейчас. Та модель, когда избрали альтернативного кандидата в 2018 году, когда партия «Единая Россия» меня посредством партии «Родина» отозвала, мы переключились на другого альтернативного кандидата, и он выиграл. Город стал свободным, город стал лучше работать, жители стали доверять. Это показали результаты опросов по всей России, что такая форма и такие виды выборов, они как раз приводят к консолидации общества. Сегодняшняя ситуация, наоборот, увеличивает протесты. Она напрягает всю обстановку. Сегодня все напряжены. И власть, и гражданское общество, и сами жители города Якутска. И это все делать посредством сил «Единой России», правящей партии, которая, наоборот, должна объединять, должна консолидировать общество, гармонизировать его, таким образом давая возможности альтернативным кандидатам избираться. Если вы сильные и умеете выигрывать, если у вас административный ресурс, милости просим на выборы, муниципальные, государственные выборы, в Государственную Думу Российской Федерации. Хочу в завершении отметить о том, что нынешняя ситуация, когда власти искусственно создают почву, они искусственно создают почву протестов, недовольства горожан. А я еще раз повторяю, город Якутск – это город свободных людей. И их невозможно понудить. Наоборот, вызывает характер отторжения. Мы, жители Севера, особенные, мы исключительные. Мы закаленные люди. И нас просто так сломать невозможно. На сегодняшний день испугать, запугать, давление оказывать через правоохранительные органы, этого не получится. Необходимо только гармонизировать сегодняшнюю ситуацию. Идти на диалог с обществом, с каждым человеком, доносить свои сигналы, где вы говорите о том, что мы за справедливость, а не за террор, который сегодня в отношении кандидатов устроен в Республике Саха-Якутия в городе Якутске. Я хочу сказать, что сегодняшняя судебная система, она практически идет на поводу у власти и не защищает, а наоборот настраивает протестные отношения. И это посредством использования территориальной избирательной комиссии. Выходить нужно на конструктивный диалог. Я призываю всех свободных горожан города Якутска, прошу тех, кто смотрит с Российской Федерации нас и слушает, тоже подключиться к этому, объединиться,
против произвола и несправедливости, против лишения наших прав и свобод. Мы должны отстаивать это. Нужны конкурентные выборы, а не давление. Мы победили в 2018 году, мы победим и в 2021 году. И я призываю всех горожан, всех людей, кто желает пойти на выборы, и кто сегодня думает о том, чтобы он пойдет на выборы, 28 марта прийти на голосование. И я хочу сказать, возможно, суд, которым мы подадим апелляцию в Верховный суд, не исключено, что меня не восстановит. Есть такая вероятность. Но у нас есть альтернативный вариант. Альтернативный кандидат, которого я поддержу и буду с ним работать в будущем, это Виталий Обедин. Это решение у нас согласовано с представителями партии «Дело». Это не мое одно решение. Мы готовы его поддержать в случае того, если меня не восстановят. Спасибо за внимание. Я готов ответить буду на ваши вопросы. Владимир Юрьевич, спасибо. Лапушкин Алексей Сергеевич, секретарь Федерального совета партии «Дело», который выдвинул Владимира Юрьевича на выборы главы города Якутска. Хотел бы все-таки дать свою оценку правовой составляющей всей этой ситуации. Отстранение Владимира Юрьевича от выборов связано с тем, что он, как кандидат, якобы не предоставил некий список уполномоченных лиц. Хочу отметить, что в федеральном законодательстве и законе Республики Саха-Якутия о муниципальных выборах прямо предусмотрено, что список уполномоченных представляется в избирательную комиссию при проведении выборов по списку кандидатов. То есть, например, как пример, на выборах в Якутскую городскую думу. То есть, в данном случае, как такового, нет даже формы этого списка, которая должна утверждать избирательная комиссия Якутска. Избирательная комиссия, более того, и нет этого документа и в перечне документов, необходимых для регистрации кандидата, утвержденного решением избирательной комиссии, и требования по предоставлению списка. Соответственно, возникает вполне резонный вопрос с точки зрения вообще правовой составляющей. Вот мы перед этой пресс-конференцией общались с Владимиром Юрьевичем. С таким же успехом избирательная комиссия может в следующий раз потребовать у него паспорта на 3 его золотых рыбок и сомика, значит, и на основании этого отстранить от выборов. Поэтому мы со своей стороны в любом случае пройдем все судебные инстанции, потому что такое извращение и искажение закона в принципе недопустимо. С Владимиром Юрьевичем работают и будут работать наши юристы. Но тут хотел бы обратить еще внимание на один такой крайне немаловажный факт. У нас есть все основания полагать, что на избирательную комиссию было оказано давление. Я вам сейчас показываю возражение избирательной комиссии от 12 числа сего месяца, подписанное уполномоченным представителем, в котором она говорит о том, что все документы Владимира Юрьевича подготовлены в соответствии с законодательством, и она никаких претензий не имеет. Показываю заявление избирательной комиссии от 13 числа с подписью уполномоченного лица, в которой она признает все исковые требования и считает правомерным снятие Владимира Юрьевича. Полагаю, конечно, этот вопрос требует вообще отдельного разбирательства, поскольку давление на избирательную комиссию в ходе выборов – это уголовно наказуемое преступление, хочу напомнить. Значит, и будем надеяться, что посредством, в том числе, обращения в различные компетентные органы, нам удастся все-таки выяснить, что произошло в ночь с 12 на 13, и чтобы этому дана была, соответственно, правовая оценка. В любом случае, партия со своей стороны вместе с Владимиром Юрьевичем пойдет в ходе судебных разбирательств до конца, чтобы поставить точку и не позволить создать абсолютно какую-то дикую, неадекватную судебную практику, на основании которой можно кандидатов снимать на
оснований вменения им не предоставления любого выдуманного документа. Спасибо. Вопросы? Да? Да, вопрос. У кого-то какие-то там есть вопросы? Где-то? Владимир Юрьевич, вот, а будет ли какое-нибудь обращение направлено, скажем так, в прокуратуру генеральную, там, прочие органы? Ну, скорее всего, наверное, это будет сделано, но Алексей Сергеевич сказал о том, что будут сопровождать юристы. Я думаю, Алексей Сергеевич, вы как ответите на вопрос? Ну, я полагаю, да. Честно скажу, я прилетел только сегодня утром. Мы сейчас еще раз вечером проведем совещание штаба и в любом случае заслушаем позицию юристов, тем более у нас нами буквально только 2 часа назад получено, собственно говоря, решение суда. И, соответственно, в любом случае это будет апелляция. Значит, в любом случае, если апелляция не воздействует, это будет кассационная жалоба. То есть мы попытаемся всеми силами вернуть Владимира Юрьевича в избирательную гонку. По конкретным обращениям, ну, я думаю, мы сегодня вечером эти решения примем. В любом случае, все эти обращения будут носить абсолютно открытый характер. То есть мы ни в какие игры ни с избирателями, ни с кем не играем. Мы абсолютно прозрачны и открыты. Соответственно, если такие обращения потребуются, мы, безусловно, их направим, и вы о них узнаете в первую очередь. Скажите, пожалуйста, в 2018 году с вас требовали предоставления списка уполномоченных Нет. представителей? То есть не было Не такого было требования? А в перечне утвержденном данное требование имеется? Нет, такого нет. Все, что сегодня, это новшество и какая-то новелла по предъявлению дополнительных документов. А правда, что у Рябченко, у Михайлова, у Комарова, то есть у других кандидатов тоже нет таких списков уполномоченных? То есть они есть только у Григорьева и у кандидата от Родины? Да, это абсолютно верно. Юристы изучали эти документы. Вот этот данный экзотический, подчеркиваю, документ присутствует только у 2 кандидатов. У кандидата от партии «Единая Россия» Григорьева и от кандидата от Родины Прокопьева. Но это надо полагать, что это делали одни юристы в одном штабе. Это же очевидно. А я правильно тогда понимаю, что Комаровым этот список уполномоченных не был предоставлен, но тем не менее его зарегистрировал суд? То есть я правильно тогда Вернули, понимаю? да, совершенно правильно. То есть, А. то есть этого списка не было, но суд его вернул обратно. То есть для Комарова не нужно предоставлять, а вам нужно? Совершенно правильно говорите, для нас особые условия. Отдельный законодательный значит, пункт в законе. Владимир Юрьевич, вот вы участвовали в дебатах «Независимый гражданский вызов», и 18 числа будет финал. Вы будете в этом финале участвовать? Ну, я с удовольствием буду участвовать, если мне позволят, даже если меня снимут и оставят. Я буду с удовольствием участвовать. Дебаты — это всегда рост, это всегда то, что может человек высказать, себя показать, то есть не по написанному, это всегда такой экстрим, это всегда ты включаешь мозги и так далее, это очень интересно, я люблю, когда можно дебатировать с людьми, если они грамотные, умные, и если у них есть чему поучиться, я с удовольствием это буду делать. У кого еще вопросы есть? Девушка с камерой включенной вдалеке. Просто снимайте. Ясно. Ну, я думаю, короткая пресс-конференция, которая, ну, скажем так, раскрыла все детали и обозначили мы свои тезисы, понятно. Алексей Сергеевич, если вам есть что добавить, пожалуйста, я со своей стороны еще раз обращаюсь к своим избирателям, жителям города Якутска, республики в целом. Я не опускаю руки, я никогда не останавливаюсь на достигнутом, я буду идти вперед. У нас есть четкий план, мы знаем, что нам делать. У нас есть четкая выстроена позиция в штабе. В штабе есть ресурсы, у штаба есть план «Б», который мы будем внедрять в ближайшее время. И я думаю, это будет интересно и для наших горожан. Свои позиции в части устройства города, комфортного проживания жителей на территории нашего муниципального образования город Якутск я излагал, их менять не буду, буду их реализовывать вместе со своими партнерами.
Поэтому, уважаемые горожане, идти на выборы надо, голосовать за альтернативного кандидата надо. Я его обозначил, Виталий Обидин. И я думаю, сегодня народное голосование должно решить еще раз, будет ли город у наших горожан, или его обратно заберут чиновники. Алексей Сергеевич, а вот в других регионах вы сталкивались с подобным давлением на кандидатов, выдвигающихся от вашей партии? Да, безусловно, поскольку позиция партии не согласовывать кандидатов и их не снимать по указанию регулятора. Позиция партии, она железная. Кто может стать мэром, депутатом или губернатором с точки зрения на прямых выборах, может определять только избиратель. И никакой чиновник. Нам приходится сталкиваться с различными вариантами давления, с крайне экзотическими, вот такими вывертами, скажем так, избирательного законодательства, но у нас позиция партии, как партии дела, партии патриотической оппозиции, значит, партии конструктивной оппозиции, это, безусловно, с точки зрения закона, это все это оспаривать и в русле закона добиваться соблюдения прав своих кандидатов. Соответственно, наша позиция такова, что Владимир Юрьевич сильный кандидат и очень достойный человек. Мы вместе это дело начали, и мы вместе доведем его до конца. А можно ли происходящее здесь в республике назвать вопиющим по сравнению с остальными какими-то прецедентами? К сожалению, очень много сейчас вот подобных вывертов, значит, когда кандидат, скажем так, основной кандидат от правящей партии зачастую просто не может победить, поэтому защищает все правовое поле. Но если мы говорим о конкретной ситуации вот сейчас в Якутске, вы знаете, я ее даже не могу назвать вопиющей. И я ее могу назвать только, вы знаете, она уже анекдотична. Это тот случай, когда уже, наверное, уже не плакать, а смеяться хочется. Потому что реально с таким же успехом господин Прокопьев мог действительно подать иск на то, что Владимир Юрьевич не предоставил паспорта своих, подчеркиваю, 3 золотых рыбок и сомика. И на этом основании комиссия удовлетворила бы, приняла бы этот иск, и его бы отстранили от выборов. То есть это, подчеркиваю, это может быть абсолютно любой, абсолютно бредовый документ вменен кандидату. Соответственно, мы с этой практикой будем бороться вплоть до всех высших инстанций судебных уже Российской Федерации, потому что это, безусловно, недопустимо. А будете ли добиваться возбуждения уголовного дела? Вопрос заключается в том, что для возбуждения любого уголовного дела есть основания. Если у нас будет доказательная база, связанная с непосредственным вмешательством в выборы, а это, я подчеркиваю, является уголовно наказуемым преступлением, соответственно, если у нас такая база появится, мы обязательно направим соответствующее обращение уже даже в собственно говоря, федеральные правоохранительные органы, то есть это и Федеральный следственный комитет, и прокуратура, и, собственно говоря, другие компетентные органы. Но для этого, подчеркиваю, нужна доказательная база, потому что мы действуем исключительно в рамках правового поля. Спасибо. Алексей Сергеевич про паспорта золотых рыбок и сомика говорил те, которые живут у меня в аквариуме. Да, абсолютно верно, да. Которые живут у меня, они являются тоже членами как бы моего имущества, поэтому они... Ну, я понимаю, что это в некотором смысле ирония, но факт остается фактом. Та ситуация, которая есть, я подчеркиваю, она не вопиющая, она уже анекдотичная. То есть это может быть абсолютно любой документ. Абсолютно. То есть справка из ЖЭКа, паспорта рыбок, Гарантийный талон на производство. гарантийный талон на телевизор. Значит, то есть, безусловно, и с этой практикой нужно бороться. Все, друзья, на этом наша конференция заканчивается. Спасибо большое, кто принимал участие вместе с нами.